Внимание! 28 января! Открытие магазина «Вятские меха» в Назрани. Выгодная рассрочка. Торгово-развлекательный центр «Фабрика». Улица Фабричная, 26. Призыв к мирной жизни Юнусбек Евкуров предложил участникам НВФ сложить оружие и вернуться на родину. Человек года. Кто унес главную статуэтку премии и с какими впечатлениями? Победители номинации покинули церемонию. Зарегистрировать недвижимость стало легче. За подробностями мы обратились в кадастровую палату. Самыми заметными событиями из жизни региона вас ознакомит информационная программа «Новости-24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Юнусбек Евкуров провел встречу с членами незаконных вооруженных формирований с участием представителей Совета безопасности, органов прокуратуры, Управления по делам религии при главе Ингушетии. Руководитель субъекта на встрече с родителями молодых людей, участвующих в боевых действиях в Сирии и в других странах, призвал убедить своих сыновей сложить оружие и прийти с повинной. Юнусбек Евкуров предлагает молодым людям вернуться к мирной жизни с помощью программы адаптации. Глава заверил родителей в том, что если их сыновья не успели совершить преступления, были втянуты в террористические организации обманным путем и раскаиваются в содеянном, то они не будут арестованы. В качестве примера Евкуров привел 8 недавних случаев, когда члены бандподполья пришли с повинной и обратились в адаптационную комиссию с просьбой смягчить им наказание. Через адаптационную комиссию чакбяга хамчу алыш аду цаж диш бах цаж балхбы цага хамал церк хамяндат анзе яга ашук аж мухаммад ханчан пример жушан аз просто гола камал дачу дуца шудос бигрде просьба еқадал ерсмен требование уфунада шкайна харба барвы аж буат что она постоянно напряжение есть шуга ях шому боже бог каргах шеваш адес уже да аз гонох да душан ше условия хаотисун педашон а се условия шан да ач балла шкарга ач балла харби хабал битина так az дола швага халмуди шуртан адол ногос гонох душан я шан педашон سوارا أنواع دادشون لا إلي لغة تقبلي تقبلش بيتي. В прошлом году в различных населенных пунктах республики проведено 75 сходов граждан. Из них 15 с участием Юнусбека Евкурова. Такие цифры привел руководитель администрации главы Ингушетии Башир Хашагульгов в ходе совещания в правительстве. Там были подведены итоги деятельности администрации за прошедший год. Подробности у нашего корреспондента. В ходе своего выступления руководитель администрации Республики Ингушетия Башир Хашагульгов отметил значительный объем выполненной работы в сфере внутренней политики, местного самоуправления, работы с молодежью, духовно-нравственного воспитания, взаимодействия с общественными организациями и иными институтами гражданского общества. Реализованы мероприятия, направленные на развитие института местного самоуправления на территории республики, в том числе стимулирование гражданской активности населения региона. Положительным опытом стало проведение выездных президиумов правительства республики, муниципальных образований субъекта, сходов граждан с участием главы республики, а также регулярных встреч с молодежью. Данное мероприятие позволяет главе республики непосредственно на территории ознакомиться с динамикой развития муниципального образования и узнать мнение населения по актуальным вопросам социально-экономического развития региона в целом. Разработаны критерии оценки деятельности глав муниципального образования по 3 основным направлениям. Достигнутый уровень показателей социально-экономического развития в веренной территории, динамика их значения и, что наиболее важно, оценка населением деятельности органов местного самоуправления. Проведенная работа позволила одновременно актуализировать региональную базу данных глав депутатов муниципального образования всех уровней, что в дальнейшем позволит значительно упростить процесс отбора кандидатов на должности глав муниципального образования.
В прошедшем году администрация главы была подготовлена и внедрена новая уникальная практика по оказанию методической и консультативной помощи вновь избранным главам муниципальных образований с привлечением представителей федеральных органов государственной власти республики, муниципальных образований, так называемый план ввода в должность. Данная работа проводится при тесном взаимодействии с правительством республики. В докладе прозвучала оценка результатов деятельности контрольного, протокольного, организационного и других отделов администрации. Башир Хашагульгов выделил значительный функционал помощников советников и советников главы республики, осуществляющих полноценное взаимодействие с министерствами и ведомствами региона. В 2016 году на контроле находилось более 8000 поручений. По вопросу фактического исполнения поручений главы республики проведено 68 контрольно-проверочных мероприятий. К примеру, анализ ввода реализации Минсельхозом Ингушетии программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы на период 2020 года. Проверка хода строительства многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По поставке продуктов питания в социальные учреждения республики. Проведен сравнительный анализ состояния объектов с момента прежней проверки. Мониторинг цен на продукты питания, поставляемые в детские сады республики, и другие очень важные мероприятия, они практически все докладывались на еженедельных расширенных совещаниях с участием главы республики. В результате проводимой контрольной работы, а также включение в повестку еженедельного расширенного совещания председателя главы, значительно уменьшилась доля поручений, исполненных с нарушением срока исполнения, а также не исполненных ненадлежащим образом. Здесь же руководитель доложил главе субъекта о приоритетных задачах, стоящих перед администрацией в 2017 году. В частности, это повышение эффективности деятельности исполнительных органов власти всех уровней в соответствии с поручениями главы республики, улучшение исполнительной дисциплины. По итогам представленного доклада глава республики дал руководству администрации главы ряд поручений по поддержке социально незащищенных категорий граждан. По обращениям граждан. У нас уже хорошая практика сложилась, в принципе, и опытные специалисты есть по анализу и по социологии. Здесь я о чем просил бы? Не просто фиксировать, сколько у нас обращений граждан, больше, меньше. Да, в этом году их на порядок меньше, чем они были в прошлом году. Если мы буквально там в течение ряда месяцев сдадим 8-10 таких крупных и промышленных и социальных объектов, то в плане этих направлений обращений должно быть еще меньше. То есть если мы даем перинатальный центр, онкодиспансер, детскую больницу, еще ряд объектов, то я так понимаю, что к концу года, если не сейчас прямо, а к концу года, обращений, жалоб в этом направлении должно быть на порядок меньше, потому что мы эти объекты построили. Но все равно сделать анализ вот этих обращений и выявить, где больше всех у людей есть проблемы с учетом обращений. В завершении встречи Юнусбек Евкуров поблагодарил весь коллектив за проделанную работу и вручил грамоты наиболее отличившимся сотрудникам администрации. Руслан Алгачев, Пусян Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24. В Магассе наградили победителей ежегодной независимой народной премии «Человек года». В течение месяца интернет-пользователи голосовали за номинантов. Всего было представлено 20 номинаций: спорт, политика, благотворительность, музыкальные исполнители, фотографы и блогеры. Кто стал обладателем заветной статуэтки, знает Залина Магушкова. Прошедший год порадовал достижениями спортсменов. Именно поэтому народные премии «Человек года» в нескольких номинациях удостоились сразу 2 спортсмена. Чемпион Европы по шахматам Эрнесто Инаркиев занял первое место в номинации «Спортсмен 2016 года». Я воспринимаю эту премию не как личную награду, а для меня она радостна, что шахматы стали заметными на спортивной карте республики. И эта награда для меня это как достижение того, что люди ценят шахматы. И я уверен, что у шахмат в Ингушетии большое будущее. А в самом конце церемонии объявили имя второго спортсмена, который, по мнению проголосовавших, имеет право быть первым в номинации «Человек 2016 года». Им стал Хасан Халмурзаев, дзюдоист, принесший золото сборной России на Олимпиаде в Рио. Для меня честь, то, что
очень много людей, очень вся республика, я вспоминаю вот именно тот день, как меня поддержала и как мне сейчас вручают эту премию. Сказать большое спасибо организаторам, всем, кто проголосовал, поддержал. Еще хотелось бы поблагодарить и поздравить всех тех людей, которые делают много для республики. Премия «Человек года» – это своего рода благодарность номинантам за их труд. Основная цель проекта – стимулировать молодежь к достижениям выбранной профессии, а также привлечь внимание общественности к молодым талантам. Идея возникла стимулирование молодежи хорошими примерами, лучшими примерами. Мы создали премию, где мы рассказываем о людях, которые приносят своей деятельностью пользу не только республике, народу и жителям, но и вообще стране. Награждается победитель премии «Человек года» в номинации «Журналист года» Томова Светлана Мусаева. Светлана Томова, корреспондент национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Работая в новостном отделе, она поднимает самые острые темы и информирует жителей республики о важных событиях в регионе. Также Светлана ведет программы на телеканале «Ингушетия» и является автором специальных репортажей. Я думаю, что многие здесь смотрели сюжеты Светланы. Я думаю, что многие понимают, что 16-й год Света отработан на все 100 и 1000%. Самые острые темы поднимались. Я безумно горжусь этим человеком, я рада этой дружбе, и я думаю, что как никто она сегодня заслужила, как и все в этом зале. Также удостоилась народной премии «Журналист года» Ася Гитагазова. Она работает в газете «Сердало» на протяжении 4 лет. Мне было приятно, что я номинирована наряду с такими людьми, как Хава Абадиева, Адам Буражев, Рукет Дасхоева и Светлана Томова. Стремлюсь к тому, чтобы быть на них похожей, и тем не менее мне приятно, что меня выделили, позволили мне стоять на сцене и получать эту премию. В номинации «Интернет-проекты» были представлены 3 кандидата: Адам Дугиев и его видеопортал 06 Вайн, Хади Медова с проектом «Тептер» по сохранению родного языка и Мухажир Далаков, автор проекта «Мысли вслух». Очередной стимул для того, чтобы продолжать в этом направлении что-то делать. И в первую очередь, в любом случае, то, что я сегодня нахожусь перед камерой один, это не значит, что я со своей стороны не благодарен каждому, кто снимается в этом проекте. Звание «Студенческий лидер года» получил Идрис Газдиев, студент 4-го курса финансового университета при правительстве России и одновременно студент 1-го курса ИНГУ. Хотел бы поблагодарить всех организаторов и людей, которые поддержали меня и проект в целом. Вообще я приятно удивлен, что за меня проголосовало такое большое количество людей, потому что эта премия нашей республики достаточно новая. Всего было представлено 20 номинаций, такие как «Бизнесмен года», «Врач», «Благотворитель», «Музыкальный исполнитель» и другие. Премия в Ингушетии вручается уже 2-й год. Залина Магушкова, Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Согласно новому федеральному закону, с января текущего года жители республики могут зарегистрировать свою недвижимость без прежней волокиты с бумагами. Если в 2016 году на регистрацию права собственности и кадастровый учет уходило в совокупности около 20 дней, то теперь можно вдвое сэкономить время. Также по закону для государственной регистрации объектов недвижимости должен обращаться сам собственник либо его представитель. Получить более подробную информацию можно в региональном многофункциональном центре у сотрудников кадастровой палаты в Магасе или в соответствующем органе в Назрани. Право и одновременный кадастровый учет подается одним заявлением. То есть, если раньше подавалось отдельное заявление на кадастровый учет, отдельное заявление подавалось на госрегистрацию права, сегодня эти две процедуры объединены в единую процедуру, когда уже человек обращается к нам за признанием, то есть за постановкой на кадастровый учет, мы одновременно принимаем документы и на госрегистрацию права. В рамках проекта «Герой России» в социальных сетях появятся биографии выходцев из Ингушетии, чьи подвиги были отмечены государством. Факты из жизни героев Ингушетии, до того, как их опубликуют в Инстаграм, проходят проверку специалистов, осведомленных в этих вопросах. Начать решили с участников «Дикой дивизии». Марина Катиева побывала в комитете Ингушетии по туризму.
Ингушский народ во все времена славился своими героями, которые доблестно защищали и служили Отечеству. Достижения, трудовые и бессмертные подвиги многих наших земляков – это их личный вклад в историю нашего народа и всей страны. И, безусловно, они заслуживают быть на устах у своих потомков на многие века. Потому в региональном комитете по туризму с начала этого года развернули масштабную работу по публикации информации о героях на самых передовых страницах во всемирной паутине. Эти страницы, у них десятки тысяч подписчиков. Они очень сильно просматриваемы. И это дает возможность знакомства с их подвигами, с ингушами, широкой массе. Не только для подрастающего поколения Республики Ингушетия, но и на всю страну. То есть про них видят, про них читают и про них узнают больше. Информация про них тоже будет публиковаться, чтобы опять-таки про них помнили. Это наш долг, это наша обязанность, и чтобы про них знали. Это будет примером для подрастающего поколения. В комитете статьи о героях обновляют ежедневно. Первые свои публикации здесь начали с участников дикой дивизии про георгиевских кавалеров. Но контент богат и историями о жизни и подвигах героев Советского Союза и современной России. Ислам Халухаев отвечает за систематическое обновление контента в соцсетях. Старается найти как можно больше информации о подвигах героев. Кстати, в этих списках не только ингушские имена, но и многих представителей других национальностей, которые служили в республике. Все это время отправили около 10 публикаций. Не всех их еще разместили. Ну, так, смотрим, вроде люди читают, лайкают, комментируют. Уже вышла статья про первого героя страны, человека, с имени которого началась плеяда героев современной России Соломбека Асканова. Ведь в этом году исполняется 25 лет со дня его трагической гибели и бессмертного подвига. Кроме того, публикации будут выкладывать и о тех людях, которые погибли при исполнении служебного долга и от рук бандитов. Рассказывать о наших героях можно много и очень долго, а потому эта работа не имеет срока ограничения, отмечает Висан Хамхоев. Мы будем публиковать, размещать столько, сколько нужно. То есть вот мы в этом году отмечаем 25 лет нашей республики. И вот эта работа будет тоже как бы в подарок этим людям к 25-летию республики. Работа по публикациям ведется сообща со многими ведомствами, библиотеками и музеями. К примеру, информация об ингушах, генералах царской армии несомненно согласовывается с Госархивом Республики и с ней. А историю жизни и подвигах героев Советского Союза и России черпается из архивов МВД Республики и Совета Безопасности. Марина Катива, Рахман Суров, Новости 24. Представители комитета по туризму читают школьникам и студентам специальные лекции. Молодым людям рассказывают об истории и культуре Ингушетии. Эти знания им необходимы на случай, если они решат стать специалистами в сфере туризма. Лекции проходят 2 раза в месяц. На одной из них побывала Залина Могушкова. Вход на боевую башню находится на уровне 2-го этажа. Умар Богатырев, опытный гид-экскурсовод, не раз сопровождал туристов из России и зарубежных стран в горную Ингушетию по городским туристическим маршрутам. Перед студентами политехнического колледжа он выступает с лекцией о башенной архитектуре в горной Ингушетии в средневековый период. Впервые рассказывает о башнях не в горах, но тем не менее для самого Умара это не просто лекция, а тоже своеобразная экскурсия, где он обращается к видеопрезентациям или рисует башни мелом на доске. Такие бревна складывались, много бревен соединялись между собой, и на них ложили огромное количество камней огромных, которые вешали где-то 20-30 килограмм каждый камень. И когда войско проходило снизу по этому ущелью, кто-то обрывал веревку, да, вот человек стоящий отсюда, и груда камней падали сверху, и среди войск любого противника начиналась паника. Подобные лекции Комитет по туризму Ингушетии нацелен проводить 2 раза в месяц. Их слушатели в основном студенты и школьники. С момента запуска программы Комитет по туризму уже побывал в медицинском колледже, а лекция в политехническом 2-я по счету. Занятия проводятся на такие темы, как материальная и духовная культура средневековой Ингушетии, туристический бизнес и перспективы развития туризма, а также пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. Молодежь наша, к сожалению, многие не знают истории, культуры, именно горной части Ингушетии. Также поступали многие отзывы и предложения выехать куда-то от тех же учеников. И мы разработали этот цикл лекционных занятий, привлечь, может быть, нашу молодежь именно в сферу туризма как специалистов.
так как мы знаем, с каждым годом увеличится поток туристов, и специалистов, к сожалению, не хватает. Но думаю, ребята откликнутся и заинтересуются этой профессией. Лекцию слушают студентки второго курса специальности дошкольное образование. На первой партии Зухра Погорова разглядывает информационные и туристические брошюрки. Девушка еще ни разу не была в горах и не видела башни вживую. На этой лекции Зухра узнает в деталях об истории и особенностях башенных комплексов. Теперь же осталось закрепить полученные теоретические знания поездкой в горы. Я хочу посмотреть эти склепы, эти сооружения, особенно волнушки. Ну, это ясно, что не смогу. Но я хочу посмотреть, где жили мои предки. В беседе со студентами сотрудники комитета по туризму делятся советами о том, как ребята могут разнообразить свой досуг, параллельно расширяя познание о культуре и истории своего народа. А тем, у кого нет возможности съездить в горы, лектор советует присоединиться к ежегодному республиканскому восхождению на Столовую гору. Кроме этого, студенты могут принять участие в экскурсиях, которые сотрудники комитета периодически проводят для туристов как в горах, так и на равнине. Залина Малушкова, Магомед Урусханов, Новости 24. 8 команд, представляющие разные населенные пункты региона, участвовали в турнире по волейболу. Возрастная категория от 18 и старше. За Кубок Ингушетии боролись профессионалы и любители. Обладателям главного приза предстоит соревноваться с коллегами из северокавказских республик из Верхних Чулков. Марина Муталиева. Республиканский турнир по волейболу открывают команды из села Верхние Чулки и Псидах. Хозяева турнира играют сравнительно недавно, а вот волейболисты из Псидаха более опытны. Как только одна из команд забивает 25 мячей, спортсмены меняются площадками и начинается следующий тайм. Общий счет по итогам всех таймов 2-1 в пользу команды из Псидаха. Первая игра была по жеребьевке наша. Команда сыграла хорошо, но не без ошибок, конечно. Но игру выиграли и так неплохо сыграли. Первую игру я судил, мне эта игра понравилась. Почему? Потому что Фока Чулуки подключилась к волейболу недавно. Это не основная команда у них. А псидахская команда, она давно играет и показывает хорошую игру. Республиканский турнир посвящен 25-летию подвига первого героя России Сулумбека Асканова. Сулумбек Сусуркулович сам был хорошим спортсменом, мастером спорта, насколько я знаю, там несколько видов спорта. И не случайно турнир посвящен именно ему. Число заявленных команд довольно большое, 8 команд, и игры проводятся в одном зале. Мы решили провести его по олимпийской системе. То есть проигравший сразу же выбывает. Следующими за Кубок Ингушетии борются команды из Малгобека и Майского. Исход игры зависит от дисциплины и способности каждого игрока быть частью команды, быть начеку каждую секунду. Именно благодаря сплоченности команды из Малгобека спортсмены из Майского проигрывают в сухую счет 2-0. Пока одни команды соревнуются, другие успевают понаблюдать за соперником и оценить свои шансы на победу. Наши ребята всегда готовы. Мы часто выезжаем за республику, и нас приглашают, нас знают. Не только в Ингушетии. Команды совещаются и выстраивают стратегию игры. Профессионализм волейболистов приковывает внимание зрителей. Соперники ведут бескомпромиссную борьбу на протяжении часа. Каждый гол поддерживают бурными аплодисментами. В итоге команда из Назрани одерживает победу со счетом 2-0. Команда противника сыграла достойно. Счет был 25-14. Мы выиграли первую партию. И 25-16 вторую партию. Привлечь внимание молодежи к спорту – главная цель турнира. Яхья Гиреев даже предложил желающим записаться к нему в спортзал, причем совершенно бесплатно. Занимаемся сами в спорткомплексе университета в Гамурзиево. Приглашаем молодых людей, в частности, бесплатно можете приходить 3 раза в неделю тренировки. Вечернее время, понедельник, среда, пятница. План развития волейбола Республики Ингушетия мы разработали совместно с президентом Федерации волейбола. Летом мы планируем провести СКФО по волейболу. Но сегодняшний турнир будет выявлять, кто будет участвовать в Северокавказском турнире у нас по волейболу. Нурдин Икажев в этом виде спорта уже 48 лет. В свое время играл в знаменитом грозненском автомобилисте в высшей лиге. Теперь развивает волейбол в Ингушетии. На республиканском турнире Нурдин в роли главного судьи. Сделать хорошую профессиональную команду
к чему мы стремимся и довели до руководства, что нам необходимо, маломальское это зал, инвентарь, команду мы сами подберем. По итогам соревнований команда победителей будет награждена Кубком Ингушетии по волейболу и смогут представлять республику на соревнованиях по СКФО, которые пройдут летом. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Такова информационная картина уходящего дня. Далее смотрите рекламу. Всего доброго. Стоматология Иман более 10 лет дарит своим посетителям яркие улыбки. Почему они выбирают именно нас? Мы используем современное оборудование, эксклюзивные технологии и качественные материалы. А самое главное, сертифицированные врачи, регулярно повышающие свою квалификацию. Своевременное ортодонтическое лечение в будущем позволит избежать проблем не только с зубами, но и со здоровьем в целом. Иман – профессиональная забота о здоровье и красоте ваших зубов. Внимание! 28 января! Открытие магазина «Вятские меха» в Назрани. Выгодная рассрочка. Торгово-развлекательный центр «Фабрика». Улица Фабричная, 26. Проявляя заботу о малыше, важно выбрать качественные подгузники, чтобы обеспечить здоровое будущее ребенку. По проведенным исследованиям выявлено, что многие подгузники содержат в составе химические вещества, вызывающие аллергию. Впервые в Ингушетии представляем новые турецкие подгузники «Бэбиш», сделанные из экологически чистого и высококачественного материала. Ищите на прилавках. «Бэбиш» – здоровый малыш. Одобрено дерматологами России. Впервые в Ингушетии появился аппарат УЗИ 4D. Это новейшее ультразвуковое диагностическое исследование всех органов, отличающихся надежностью и эффективностью диагностирования. Вас обслужит квалифицированный специалист. Наш адрес – проспект Базоркина, 18А. Телефон 8 928 795 0402. Ищете идеальное помещение под свой бизнес? Оно уже ждет вас! Современный торговый дом «Галерея» предлагает помещение со всеми удобствами в центре города Назрань. Кондиционер, вентиляция, лифт, кафе, современный интерьер, широкий выбор квадратуры и большая стоянка. Месяц аренды абсолютно бесплатно. По всем вопросам звоните по указанному на экране номеру. Вы любите мебель, а мебель любит пространство. Мы растем и становимся лучше для вас. Мы расширили ассортимент, который для вашего удобства представлен в светлых просторных залах. Выбрать нужную модель стало проще. Консультанты всегда придут на помощь. Гибкая система скидок, постоянное обновление коллекций, бесплатная сборка и доставка. Все это наши неоспоримые преимущества. Мебельный салон «Беркат». Проспект Базоркина, 72. Телефон 77 14 04. Приходите и убедитесь в этом сами. Вот уже более 15 лет мы, эксперты «Арматек», делаем все, чтобы полноценный отдых был доступен каждому человеку. Матрасы, кровати и аксессуары «Арматек» – новый уровень сна. Назрань, Чеченская, 22А, Карабулак, Нефтяная, 11. 8 962 647 2077. Веселый отдых для детей и взрослых в развлекательном центре «Вайпарк». Вас ждут яркие игрушки, игровые автоматы, неожиданные призы, скалодром, 3D, игровая комната для малышей и многое другое. Тут же в кафе можно вкусно перекусить горячей пиццей, полакомиться десертами и напитками. Также «Вайпарк» поможет в проведении дней рождений и праздников с привлечением аниматоров. Город Сунжа, улица Сайнароева, рядом с почтой у моста. Быть в форме проще простого. Просто руки не доходят. Пойдешь сегодня в кафе? Хорошая идея. Смотрел новую серию? Да, конечно. Выйдешь на пробежку? Может, с понедельника? Сколько раз ты так говорил? 10, 20, 100 раз? А что, если встать и начать прямо сейчас? А мы вам поможем. Адамас Спорт.
спортивная экипировка, тренажеры для фитнеса и бодибилдинга, исключительно сертифицированное спортивное питание, а также индивидуальный подбор программы тренировок и консультации по диете от президента Федерации бодибилдинга Ингушетии. Адамас. Со спортом навсегда. Назрань, Базуркина, 102А, рядом с Авангардом. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Из глубин веков», в которой мы знакомим вас с жизнью, бытом, традициями и обычаями ингушского народа. Что-то остается память от твоих родителей. Я слушал своих старших, вот, что они там рассказывают. Чувство патриотизма должно быть присуще в каждом человеке. Знакомство с вековыми устоями ингушского народа, беседы с носителями традиционных ценностей, погружение в атмосферу старины с целью сохранения национальной самобытности в программе «Из глубин».